большому сезону. Вообще, это один из самых больших стадионов в мире. Это, собственно, второй по величине. Были и было и поражение. Вот Челси, например, главный тренер команды Элиф Элмаз, номер 12, Дрис Мертенс под 14 номером, Симона Верди, номер 9, и Месси, который продолжает восстанавливаться после травмы. И играть, быть может, достаточно агрессивно. Конечно, прошлый сезон для Барселоны. В ставе очень важный сейчас Нелсон Семедо. Он в штрафной площади, красиво убирает мяч под себя. Приобретений Наполи здесь, но его обезвредил. Не представят ни в игровом смысле, ни в далеко для того, чтобы отсюда рассматривать вариант прямого удара. Они вообще изменения по ходу матча. Луиса Суареса сбивают недалеко от штрафной площади Наполи. Конечно, это внутри Испании это точно, по крайней мере, пока один из главных переходов. Достаточно крупные и громкие события. Здесь красиво Фабиано проверили. Вообще трансферов много, и тем не менее правил уже не было. И первый удар по воротам Тер Штегена. Быстро достаточно. Он исполняет удар выше ворот. Фуази Гулам поддержал. В общем, никогда команды особенно не ориентируются на результаты. Но тут гораздо важнее игра, как доводит мяч до чужой штрафной. Луис Суарес набрасывается буквально на Костаса Манолоса, забирает Борис Семедо, все-таки отбивается Наполи. Это Фабиан Руис справился сейчас. Серьезные изменения в составе Наполи. Но некоторые перемены все-таки происходят. И трансферы громкости имени, конечно, здесь дан Роэс. Снова Гулам на фланге, но передача не ему. Передача по центру пошла. Там Гризман. Суарес. Он тоже в положении вне игры забрался. Их команд, это касается не только испанцев, итальянцев, вообще надо сказать, что народу вообще для... Отличная передача Луис Суарес, штрафной площади, ложное движение, ударить, правда, не дают. Фабиан Руис снова успевает заброс по флангу. Луис Суарес снова в штрафной, нет положения вне игры. Гризман, надо забивать. Антуан Гризман просто прощает сейчас Наполи. Здорово, опять на линии офсайда сыграл Луис Суарес. Здесь мяч попал в кусок травы, уже вырванный. И несмотря на это, все-таки Суарес отдал передачу. Может быть, не получилось достаточно в такт, в шаг ведущая сила. В общем, старается эту скорость движения мяча поддерживать. Где-то нарушение правил. Сбивая Кальехон. В данном случае Климан Лангле. Не прав. Подача в штрафную. И удары за пределы штрафной площади. Наверное, вряд ли может что-то всерьез радикально измениться. Не успеет Суарес к этому мячу. В отборе Де Йонг. Еще один заброс на Сержа Роберто. Но это слишком сильно, тем более там довольно факту. Быть может. Де Лоуренсо, конечно же, виднее. Это не точный пас. Тут Дембеле и Гризман. Красиво разыгранная комбинация. Жорди Альба на левом фланге получил мяч, но там Де Йонга сбили. Это Фабиан Руис. Сразу показывал, что нужно судье дать свисток, что он, собственно, и делает. А с Фрэнки Де Йонга вообще обувь сняли. Наверное, снимается результатом. Барсе, правда, довольно давно уже по ее меркам не дается Лиге. Это нарушение. Конечно, здесь Жорди. Фол. Мяча забил в минувшем сезоне в итальянце. Успел к мячу и отоварил по ноге. Наполи имеет очень неплохую возможность. Стандартное положение, шанс для любой команды. Но здесь Жерар Пике, король. Потому что подобные матчи станут регулярными. И это, может быть, уже пора, кстати, сыграть по мячу и въехал в ногу
судьи карточки начать показывать, потому что здесь тоже было сыграно, пусть и не зло, но жестко. Может быть, неоправданно жестко. Чемпионата, например, Испании. Ну, тут не нужно, в общем, угадать, почему все-таки испаноговорящая аудитория. Дембеле, он может здесь разогнаться. 6 соперников вокруг себя собрал. И отсюда, конечно... Еще одна передача. Не доходит мяч до Мертенса. И здесь сезон, когда Ювентус по осени, казалось бы, уже довольно серьезно отставал. И вот тут уже начали там любители Ювентус выигрывал чемпионат за явным сейчас. Но нет, все вставало на свои места. И Ионов, уставший, быть может, от гегемонии Ювентуса, уже так потирать руки. Вот когда другими испанскими командами, которые могли бы... И снова Алекс Меллет выходит без оговорок. Топ-клубы у Ювентуса пока не оспорим. Сейчас Мертон в штрафной площади. Попытка. В том, что касается первого тура, то итальян. И момент. Вот это, конечно, Гризман должен был забивать. Но если не Гризман забьет, то забьет Луис Суарес. 1-0 в пользу Барселоны. Ну, конечно, все должно было заканчиваться голом несколькими секундами ранее, когда Антуан Гризман наносил этот удар, справился с ним вратарь Наполи, но отбил его, в общем, куда придется. Там уже было не до выбора. Нужно было спасать свою команду, и Луис Суарес оказался на убойной позиции. Вот Гризман, великолепная абсолютно передача от Луиса Суареса, и он мог здесь голевую передачу записать на свой счет, но а все остальные футболисты вышли уже позднее, через 20. А вот ответ, и здесь немножечко Клифф. Вот это классная диагональ, и ответный мяч забить. Вот прекрасная передача, там сразу два очень сильно требовались. Здесь довольно активно себя вели другие. Мертенс и Кальехон туда приходивший. Дембеле подает от угла поля. Суарес. Еще одна попытка удара в лед. Гол. Но здесь сложно. На этот раз в створ он не попадает. Очень быстро после перерыва Барселона забивает. Конечно, огромная. Арена вообще стадион гол. Для них они построены. Наконец, желтая карточка. Это Серджи Роберто получает. Предупреждение, очень большие арены. Дембеле. Алинья. Ох, какая передача. Жорди Альба. Ну, вот это, конечно, высочайший класс. Вот это просто здорово. И сейчас в роли... да почему в роли? В роли самого себя, в роли Антуана Гризмана. Надо к этому привыкать. Оказался новичок Барселоны. Ну, а разыграно, конечно, просто шикарно. Отличная передача на Жорди Альбу. Сколько после его передач таких мячей было забито. Но вот здесь Де Йонг, конечно... нет, это Алинья отдавал передачу, прошу прощения. Здесь Алинья увидел эту свободную зону и пустил мяч на ход в ставу. Сейчас Дембеле. Конечно, когда Барса на свободе. Луис Суарес. 3-0. 12 минут второго тайма. И, в общем, кажется, что игра сделана. Ну, впрочем, это далеко не самое главное. Важнее, может быть, сейчас и всегда в предсезонных матчах это качество игры. Вот уругвайских болельщиков здесь немало, и они особо рады за Луиса Суареса. Ну, просто великолепно. Как только Барселона получает пространство, как только она получает скорость перед переходом в Наполе. Дембеле справа и 4-0. Ну, возможно, с Дюбой веселее получается праздновать голы подобными Наполи в первой половине второго тайма, не делая никаких перестановок при этом.